Мы сегодня собрались по тому случаю, что вчера мы узнали, что меня, как сказать, убрали с поста председателя России через юстицию. Получили вчера сообщение, что юстиция зарегистрировала нового человека, Хамзина Замзагуль. Она в данном случае, получается, является жителем 55/3. Она преследует интересы Жана Булашак Инвест. Просто она не собирается работать председателем ОСИ. Ей сейчас уже пишут жители заявки, ни на одно телефонный звонок она не отвечает. Получается, она предложила свою кандидатуру за 70 тысяч тенге. Даже уборщик столько не получает. Я в данном случае хочу заявить следующее ответственность, что это просто афера со стороны Алюра, со стороны Жана Булашак Инвест, со стороны Шарк Урлыс. Потому что данные люди, они, получается, преследуют их интересы. Хотят развалить наш дом, чтобы наш дом перешел в управление. То есть полностью я им мешал. Все это время я им мешал. Мешал, не давал согласия на строительство автосалона. Поэтому они таким путем через народ, якобы, отдельная кучка людей, которые там 3-12 человек, ввели заблуждение, все в чатах пишут клевету и распространяют ложь по поводу того, что якобы я там украл деньги. Нигде никакой доказательной базы нет. Все свои отчеты я ежемесячно скидывал и скидывал до вчерашнего момента. Сейчас у меня доступа нету к онлайн-банкингу. Вчера, как зарегистрировалось, просто удивительно, как в этот раз юстиция быстро отреагировала на регистрацию их председателя Хамзина Замзагуль. Буквально за считанные дни они подписали ей регистрацию, и в считанные дни зарегистрировали в ЦОНе, даже не дни, а за день, наверное, все это произошло. И за день они сразу сделали это самое. Я когда в прошлом году баллотировался и регистрировался, у меня на это ушло 3 месяца. А у нее там не знаю, за какую-то неделю. Поэтому у них цель такая: до 16 апреля есть время по кассации, как говорится, у Жана Булашак Инвест. И они хотят вот эти быстро сменить председателя. То есть у них это удалось, они меня сменили. Но мы будем все действия Хамзина и Замзагуль опротестовывать через суд. Потому что это незаконный захват власти, никто ее не выбирал. Большинство голосов за меня. Здесь уже порядка вчера 2-3 дня уже идет столько людей, столько соседей пришли и все поддерживают меня. Поэтому хочу обратиться к заблудшим, тем, до кого клевета дошла и они в нее поверили. Поэтому прошу вас делать правильные выводы, смотреть то, что действительно, что сделалось мной за этот короткий период, 4 месяца. 6 лет ничего, 7 лет ничего не делалось. В бытность Лялик Абдуловны, знаете, что ничего не делалось 6 лет, только собирались деньги. И в бытность Шерзода тоже так же ничего не делалось. Что сделалось? Я пришел за 4 месяца и ремонт начал этот самое. Ну кто знал, что этот Алюр так будет вмешиваться в наши дела? Я пришел простым председателем для того, чтобы решать просто коммунальные вопросы. А тут меня прям просто замучили все это время. И всякие бесконечные 15 заявлений, и угрозы со стороны, там, я не знаю, бандитских каких-то людей. И бесконечные вот эти вот звонки, угрозы, заявления в полицию, скандалы. Мои там какие-то там это самое. На любое мое законное требование у них идет протест и дискредитация. Получается, с их стороны, со стороны Алюрафа, вам идет давление, да? А вы попробовали обратиться в правоохранительные органы? Правоохранительные органы не занимаются нашим вопросом, скидывают это все на суд, говорят, обращайтесь в частном порядке в суд, все. И мы остаемся наедине со своей проблемой. Слава Богу, что есть общественная организация, партия Байтак, партия Зеленых,
Я хочу сказать, большую благодарность выразить Азаматхану Амиртаеву за то, что нас поддерживают в этой борьбе. Если бы их не было, мы, наверное, просто потухли бы и все. Поэтому я очень благодарен таким чистым, благородным людям. Я сам с самого начала, с первого нашего знакомства, как познакомился, увидел, что человек слово и дело. То есть он сказал, и он отвечает за свои слова. Я сам такой. Поэтому я очень уважаю его и хочу сказать большую благодарность, большой рахмет ему за поддержку, что он видит проблемы и боль народа. Это конкретно проблема и большая боль для нашего ЖК. Просьба общественности быть, как сказать, внимательным к нашей проблеме. Сразу возражать, если идут противоправные действия в нашу сторону. Все нормально? Все классно.